Так, друзья, всем привет! Сегодня гостем нашего канала будет Анатолий Панаев, легендарная личность в Якутии, который очень много лет сам был спортсменом, бойцом смешанных единоборств, потом много лет тренировал, да, молодых ребят, и сейчас вот после выхода на пенсию ушел на бизнес. И он сегодня нам расскажет свой очень актуальный и нужный бизнес в Якутии, да, как он начинал, какие есть плюсы, минусы для клиентов, да, которые у него берут. Поэтому будьте с нами, будет интересно. Сейчас я вам покажу один из боев Анатолия Панаева. Потом будет интервью с самим Анатолием. Всем привет, меня зовут Анатолий Панаев. Ну, как, если так, первый бизнес сказать, то первый бизнес у меня вообще начался вот до армии. Я попробовал всякий спортинвентарь продавать, потом 3 месяца попробовал алкоголь продавать, но мне это не понравилось. Но я заработал хорошие деньги, я почувствовал, что на алкоголе можно вообще офигенно заработать. Но что мне не понравилось, вот у меня сосед там жену избивал, я вот это увидел, домой пришел и сказал: я все больше уже продавать не буду. Мне это не нравится. И после этого я уже ни разу алкоголь не продавал. И до сих пор и не планирую. Вот. Хотя говорят, никогда не говори никогда, говорят. Но тем не менее, это как бы без этого можно. А в портативный гараж я пришел, я его изучал 5 лет, не поверите, наверное, долго я всем трендел. У меня был человек, который с деньгами. Я ему предложил: давай поработаем. Мне как эксперимент нужно, говорю. И он не согласился тогда, он не поверил. Потом мы начали, жена у меня занимается недвижимостью, у нас много недвижимости. Где-то участков продали, если не соврать, через доверенность, через людей, конечно. Почти 50 участков, наверное, продали. Участки там. Мы же выкупали же. Мне по работе кредит давали, я их брал, потом продавал. На перепродажу, да. Да. Так делали. И увеличили, деньги были определенные. А портативные гаражи, мы зашли, там тоже очень тяжело было. Вообще портативный гараж, оказывается, давно есть она. Но у нас она не столь популярна была, потому что не знали. Больше 10 лет. Больше 10 лет, если не 20 лет уже. Очень много уже. Но она не популярная, мало кто их одевал. А когда мы начали в аренду первый год дали, сразу на следующий год очень много людей покупали уже эти же портативные гаражи. Вообще много людей брали портативные гаражи. Покупали, а потом вообще покупать в данное время портативный гараж, она сама конденсат собирает. И это получается как бы за зиму все равно надо, в месяц нужно 1-2 раза сушить его. Да, и все равно сушить надо. Потом собаки ссут по краям. Это все равно, как бы ты не обрызгивал там уксусом и так далее, она все равно вот это есть. И людям неприятно, она все равно грязным становится. Мы тогда только сушили. И сегодня я впервые покажем, как сушить. Да, как сушим эти гаражи. На моем гараже. Да. Это впервые вот это у нас. В Африке же не надо же такие гаражи. Наверное, по планете такой сушилка есть, наверное. И после этого, вот, например, покупать почему невыгодно, например, да? Если вы покупаете свой гараж, вам нужно их зашивать все равно. Потому что каждый год она рвется. Потому что люди как делают? Спешат. Пришел, гараж закрыл, а сверху этого, как его, машины, снег лежит все равно. Она оттаивает и замерзает в этот верхней части. И нижняя сторона, она рвется, когда вы убираете, она все равно рвет. Это первое. Второе, сама по себе, когда дергаешь, она и по швам некоторые рвутся и так далее. Их все равно зашивать надо. Мы, например, зашиваем. Не успеваем, у нас много гаражей, из-за этого не успеваем некоторые шить. И каждый год все равно мы шьем. Не может быть, чтобы мы не зашивали, не штопали наши гаражи. Где-то клеем, где-то штопаем, где-то это машинкой, где-то руками шьем обычные. Вот так вот. Гаражей сейчас, если не секрет? Много гаражей, больше 1000 гаражей. Больше 1000 гаражей? Да. Ага. Вот. Я помню в одно время
1 ноября ни одного гаража не осталось у меня. Вот это был результат у нас. 1 ноября у нас вообще гаражей не было, и мы сидели. Я радовался вообще жестко. В Там этом году эффект. зима немножко запоздала у нас. Да, и запоздала, и у нас тут захромала сушкой тоже, и у людей поэтому там все замерзло, все там конденсат собрался, люди. И сегодня вот мы, сегодня 17 же, да? Да. 17 ноября мы уже всех зовем, давай сушите, рекламу сделали, ага, и люди потихонечку тащат. Свои гаражи, кто у нас за 2000 арендует, мы их сушим бесплатно, а остальные там по 1500 получается. А у кого свой гараж, он может за 1500. За 1500. Мы раньше за 1000 делали, но у нас расходы все равно, определенный расход идет. Те, кто, получается, взяли в аренду у вас за Они бесплатно. За 2000 рублей в месяц бесплатно. Они сушат и моют. Мыть мы будем где-то середина декабря. Тогда, получается, те, кто купили сами гараж, да, они все равно в месяц, ну, если будет сушить... Да сколько угодно они могут. Такую же сумму почти платят в месяц. Они больше все равно платят. 1 раз, 2 раза, потом еще их мыть надо их, потому что они грязные становятся же. А моют их за 3, мы, например, за 3 будем мыть. Некоторые за 3, за 3 500, за 2 с чем-то, вот так. Ну, это смотря от машины. А мы тоже, разницы нету. Одна машина, там, хоть УАЗика, хоть маленькие машины. У нас вот пандемия была, если про пандемию немножко рассказать, вообще жестко было. У нас 50 гаражей мы не вернули, потому что тяжело люди заболели и умерли. Я их ходил, проверял, там всякое разное. Я... Да. И мы не взяли их, эти гаражи, просто. Ну и некоторые гаражи я все-таки, я их знаю же, где их адреса. Приходил и забирал все равно. Такое тоже было. Но в основном так она ушло у меня. 50 гаражей. А сейчас договора составляют только с женщинами? С женщинами из-за того, что возможно будет мобилизация. Все же может быть. Всех нас вызовут, всех, и все. И нас не останется. И поэтому договор заключаем только с женщинами. Вот. Тогда так проще, более-менее надежнее тогда. Да, сколько лет уже занимаетесь арендой? Ну, с 19-го года. С 19 я ушел на третий сезон? Да, на пенсию ушел и сразу начался. А так до этого неофициально попробовали в 18-м году, уже с ноября это начали. Ну, вообще бизнес я давно уже, честно говоря. У нас мороз 5 месяцев. 5 месяцев у нас гараж арендуют. Именно в Якутии? Именно в Якутии. В других регионах я не знаю. Не знаю, тяжело. Там 3 месяца смысла нету ее держать. Невыгодно. Короче был. Да, короче. В Казахстане там чуть потеплее, я думаю. Там 3 месяца зимы и все. 4 месяца, может, 3 месяца. Ну, самые такие холода. А так она автозапуском может стоять, в принципе же. Да. Поэтому там не столь. То есть этот вид бизнеса, наверное, только в холоде. Только в Якутске, наверное, еще. В Якутии она популярна тем, что здесь холодно, очень холодно. Да. У нас вот 2 года назад были большие холода. Минус больше 50 было же, да? 2 года назад. Да. И там наши гаражи все перетерпели. Я сперва волновался, думал, блин, сейчас наши гаражи тащить начнут. И я соседу своему одолжил им. И друг у меня тоже арендовал. Я спрашиваю, что, как у вас? Говорю, гараж, говорю, нормально стоит, говорит. Короче, они все перетерпели. Так, я вот, например, живу сейчас в центре города, да, получается. И у меня тоже был выбор, ну, как бы, портативный гараж или же арендовать обычный гараж, да, который сейчас сколько они стоят в центре? Больше 10 тысяч, по-моему, в месяц. Ну, 10-15, там по-разному же. Насколько гараж он мощный, насколько он, есть еще больше гаражи. Да, и вот, допустим, лично для меня вот портативный гараж имеет, ну, какое-то удобство, потому что у нас всегда стоит у дома, да, машина, получается. Вот, вышел из дома, гараж, 1 минута уходит у меня на сборку и на разборку тоже. Собрал быстренько и уехал. А если бы я снимал гараж где-то, ну, все равно же это не возле дома, а куда-то ехать надо на такси, там, не знаю, кого-то просить. Вечером обратно, да, ехать. Поэтому, как бы, ну, имею в виду, у нас вообще портативный гараж, на ваш взгляд, здесь все-таки лучше снять гараж. У кого есть возможность. Да. Конечно, гараж намного удобнее, потому что каждый мужчина, наверное, мечтает о своем обычном гараже. Да. Чтобы там поковыряться, посидеть, там, отдохнуть.
мужская берлога и так далее. Да. Но портативный гараж у нас именно берут очень многие, у которых есть свои гаражи. Потому что они едут, на работе ставят, они закрывают его. То Такое есть, тоже есть, то да. есть не или, Да. даже те, у кого Они есть даже к нам свой. на сушки не везут, потому что они привозят и у себя там раскручивают, и она у них ну, саркаченкалар, Да. потихонечку сушится и все. Я понял, то есть Очень много у нас людей с гаражами берут. Им ясно. удобно тоже. Они говорят, не, мы на работе ставим, закрываем, она вообще не заводится, говорит. И вот так обратно. А так она тратится, на колесо мерзнет. Да. Как она вот, когда закрывается, в основном, что у нее? Колесо замерзает же. Квадратный снег. Да, колесо замерзает. А как, когда она полностью закрыта, она вот температуру держит. Она днем вообще может не заводиться вообще, например. Да. В У этом меня есть за плюсы. ночь один раз сейчас заводится. Ну, сейчас тепло еще. Ну, у тебя на какой градус На стоит? минус 10. Надо минус 15 ставить. Наверное, ага. Я вот читал, когда вот настраивал сигналку, читал, типа, ну, насколько можно ставить. Ну, на минус 5, на От минус 10 в от основном 10 до ставят. 15 вот так было, да. Да, Нет, от 15 до 20 было, кстати. на минус 5, на минус 10 многие ставят. Вот я вот от клиентов слышу. И у нас в Якутске, да, в частности, очень многие зимой машину замораживали из-за холода. Ну, из-за зимы, получается, то, что у них нет гаража, возможности снимать там и так далее. И вот этим людям что можешь порекомендовать? Вообще эффективно. Вот сейчас многие, мало кто сейчас замораживает. Сейчас у меня, Появление да, они берут и говорят, 2000 рублей, это вообще маленькие деньги, говорят. За эти деньги наши клиенты, 99%, экономия на такси. да, они вообще жестко. Потому что у нас холодно же, что ее пешком ходить, куда-то на автобус еще. Тем более сейчас эти пандемии, заразы, мразы там всякие. А тут на свою машину сел, поехал обратно. А то некоторые же бывает только летом, весной только пользуются. И сейчас таких мало, они в основном пользуются портативными гаражами. За 2000 рублей можно зайти, там 3 человека перекусить, выйти. Обед. Да, вот и все, грубо говоря. Или один человек может зайти там в какой-то ресторан покушать. Пойдемте посмотрим тогда этот. Пойдем. Сушилку. Дорогие мои, пойдемте посмотрим. Так, друзья, если вам нужно ипотечное страхование, предлагаю воспользоваться нашими услугами. У нас самые низкие цены, большой выбор компаний, ВСК, Ингострах, Энергогарант, Альфа-страхование и так далее. То есть можете выбрать любой понравившуюся компанию по самой низкой цене. И мы вам оформим удаленно по WhatsApp, лежа дома, можете спокойно оформить. Мы вам высылаем электронный полис. Этот полис загружаете в свой личный кабинет в банке, и все. То есть никуда ехать не надо, где-то занимать очередь не надо, там, если вы живете в районе, в деревне, там. Да даже если вы живете в городе, все это можно оформить онлайн, удаленно, по гарантии низкой цены. Так что кому надо, пишите. Вот у каждого гаража есть свой номер. Нумерация первый, второй, 48-й, 46-й. Ну, мы сами вот так. А2, А6, А5, там, Если четверка. украдут, получается, там будет уже написано, да, получается? Тут у нас еще такой вот. Вот этот материал, он парашютный материал, он очень прочный. Вот этот материал. Так вообще не шьют гаражи. Это я единственный, когда у китайцев было, они говорят. Да, этот материал, ну, это как бы она воду, влагу не сильно держит им. Ну, как бы вот такой вот. Но им понравилось, она прочная сам по себе. Кто-то забронировал, да? Да. Это свои это люди. получается кто-то на сушилке оставил? Да. Нет, не на шутка, а тоже заказали. Это знакомые наши. Вот. Это просто после сушки вот просушился, он гараж сухой стал уже. Просушился и идет. Да. Ему позвонили уже, он уже должен приехать и забрать. Вот как-то так вот начали. Так вот мы сушим. Прям одевайте на... Да. Смотрите, вот здесь температура очень горячая. Руками не дотронешь его. Жестко горячая. Реально жарко, да. И за счет этого она по-другому никак. Сделали под гараж. Да. А видите, уже капает. Вот капает. Да, вот капает. Вот так вот. Это конденсат получается. Да, конденсат собирается. Вот. Сейчас мы мойку сделаем. Вот мой гараж стоит. Надо будрожа. Вот сегодня привез, поставил, вечером должен забрать. Она у тебя почти наган чай был. Да.
Ну, Сейчас это я первый, неопытный же, получается, Ну. поэтому как бы думал немножко. Она быстро просушится. Ага, Вот так вот мы сушим. да. Это, Я почему не покупал сам лично? Да, мог бы купить, в принципе, ага. гараж свой. Но именно вот этот факт, то, что вы сушите его бесплатно, как бы именно меня подкупило. Да. Да, зачем мне... Именно вот это и трогает. Да. Реально удобно. Реально. Конечно. Это Ты не есть. тратишь уже. Они же рвутся же. С внутренней стороны их очень много рвутся. Вот, со льда на вот так рвутся. Ну. Вот эта часть. Из-за этого мы их ремонтируем, шьем там много. Чего только мы не придумывали. Чего только... Даже кармашки придумали. Чтобы там как бы тяжесть была. Все были придумали. Перепробовали. Да. Но А так, потихонечку... вот эти гаражи-то особо воровать-то, наверное, особо не Ну, да? Или были случаи, потому что, ну, с таким воруют. акцентом, Банаев, Все равно воруют. Бывает. Но воруют опять простые люди, вот, которые не знаю. пьют, не пьют, которые А, соседям же потом продают. И вот так Потому вот. что у нас в Якутии, наверное, очень мало людей, которые не знают Анатолия Панаева, потому что Анатолий Панаев у нас личность Ну, не легендарная. знают очень многие, что дети не знают. Вот, Легендарная. обычные Молодежь, люди. возможно, не знает, да? Но, ну, Ага. все равно, что, у нас А все он, равно моменты Анатолий есть. известен у нас, получается, как боец смешанных единоборств, и как тренер, да, очень Да. много радовал наш Вот. народ, нашу публику, поэтому многие его знают. Это, видишь, чтобы тут горячо не было, вот весь вот это сделали, даже вот замотали. Вот, смотри, как он делает. Это тоже на сушку привезли. Сушка, их торгали. Вот груши немножко есть. Чуть колотим. Ну тут температура жаркая вообще. А это что, новые гаражи? Это новые. Ага. Прям. Их тоже открываем. Это по размерам, по этим смотрим. Вот, зашиваем, подшиваем. Вот у нас это. Вот казаны мои стоят. Да, я продаю эти казаны. Да, этим красим. Ага. Все по-простому. Ну, главное, что это есть. Ну, самое главное, вот мне, что мне нравится, Самое главное, есть клиентура. да, самое главное, то, что мне удовольствие приносит, я делаю полезное дело, я считаю, и людям нравится, Проблемы решаете. Да, вот это эти вопросы. Сейчас, если мы будем еще мыть, а у нас гаражи очень, я извиняюсь за свои гаражи, они очень грязные, некоторые гаражи. И я надеюсь, что в следующий раз, когда мы вот середину декабря где-то мы уже мойку сделаем, и у нас гаражи будут чистыми белыми. Я тогда люди мараться не будут, у них одежда чистая будет. Фирменный наушник. Вот. И поэтому, видишь, вот Нет, имею в виду от пыли машины же остается. и с улицы и так далее, все равно она заходит, грязно становится. Вот так вот турник у нас, подтягиваемся немножко. Рука когда не болит, я подтягивался. Сколько сейчас где работает? Помогает? У меня 6 человек помогает. Постоянно. Да. Ну, это же вообще, у всех семьи, наверное, у всех эти. Да. Поэтому... Ну, вот работаем. Вот. Да. Ну, мне бы хотелось все это, мечтая на автомате, чтобы все было. Чтобы не как этот, жестко. Ну, вы сейчас можете, наверное, дома лежать, люди должны... Не, я все равно здесь постоянно нахожусь. Я кручусь, верчусь, смотрю. Мне нравится процесс. Я везде лазю. Я не успокаиваюсь. Везде же все. Неинтересно, когда лежишь. Интересно, когда ты двигаешься. Вот. И тренерская деятельность я тоже скучаю. Из-за этого бывает, я в стафете, когда тренируюсь, человек ходит, тренируется сам. Я смотрю со стороны вот так. А он этот грушу бьет, он неправильно бьет, я смотрю. Потом потихонечку подхожу и говорю, вот, давай вот так, вот это делаем. Ну, вот это болезнь, вот это есть. Контроль, короче. Да. Мне нравится тренировать, а по бизнесу мне нравится, вот, наверное, приносить пользу. Например, некоторые бизнесмены же, ну, наверное, очень масса людей, наверное, хотят просто деньги заработать. А я хочу пользу приносить людям и деньги заработать. А пользу приносить и заработать, она немножко сложновата. Потому что если просто заработать, то можно было бы открыть алкомагазин какой-нибудь. Так, короче, мы тогда выяснили то, что лучше брать в аренду, чем
купить такой гараж? Конечно. Но если вы купили, тут у меня, сейчас я договор еще делаю, этот договор я еще не доделал. В этом договоре, например, вы оплатили, сейчас по сумме я определяюсь, Мгм. какую сумму я поставлю. И за ту сумму, например, ну, грубо говоря, сейчас за 3000 оплатил абонементские, М, ты сколько угодно можешь сушить, мыть и так далее. Вот мгм. за 3000 рублей. То есть Да-да-да. безлимит? Да-да-да. Ты поставила, у тебя, например, есть гараж, Мгм, ты привез и 3000 оплатил, и может чуть-быть подешевле сделаю, я еще подумаю. мгм. Ну, и я хочу, чтобы доступно было. Ну и тут этот труд людей, честно говоря, Окупалось. да, она тоже, если вы замечаете, вот, ну, например, по-простому покажи вот так, да? Да, да-да-да-да. Вот стоишь вот так, она мокрая становится, вообще офигеть мокрая. И А, сжимаешь вот так, а. ага. Другого аппарата нету, к сожалению, блин. Ещё не И она, было честно такого говоря, и ощущения. воняет всякое вот это Да. собачатина. Ну, вот так вот мы, честно говоря, вот все это руками все это делаем, Мгм. все это выжимаем. Вот видишь, вот стоит вот это. И она вот так, если стоять будет, она долго вообще будет стоять. И когда выжимаешь, А, ускоряете, короче, да? ускоряешь, Мгм. она намного сразу. Это под одним гаражом что это получается? По 2, да, Не, идет? нет, а по идее, ну вот это так поставили, чтобы закрыть, чтобы не сильно жарко было. А Ага. по идее, По одной. это по одной ставится. Тут 17 гаражей можно сразу запихать, и На они... на один на 1 Да-да-да, на регистр. один регистр. Они спокойно растут, А, высыхают. А ну, так из-за того, что сейчас у нас время есть, ага. и она жарко же, надо закрыть. Поэтому они закрывают вот так вот. Понятно. Ну и быстрее сушится, наверное, ну, то, что Да-да, чуть больше сушится. больше тепла. Вентилятор у нас есть, там вентилируется отсюда тепло, гоняет в ту комнату и на улицу в ту. Мгм. Как бы воздух должен шевелиться здесь. Ну все, я, например, все понял. Я думаю, зрители наши тоже поняли, поэтому давайте, наверное, подытожим наш короткий выпуск. Пожелайте якутянам, клиентам, будущим клиентам что-нибудь скажите, да, конец. Ну, что, в Тугатихаве? Ну, переходите там. Ну, арендуйте у нас портативные гаражи. Еще есть гаражи, Мы, есть, да? много гаражей у нас еще есть. Еще есть. Мы хотим, я хочу помочь, хочу быть полезным нашему обществу, Ага, нашей Якутии. ага. И, конечно, я понимаю, что ситуация разная, но я извиняюсь, у нас грязные гаражи, я извиняюсь, мы постараемся это в середине декабря уже, наши клиенты, приезжайте к нам, мы будем мыть, э, чтобы наши гаражи были чистые. Это наш Чистые недостаток. и сухие, короче, будут. Да. Ну, сушить и мыть сразу. Например, человек привез сейчас, как мы хотим делать. Человек привез на сушку, мы ее отмыли. Мгм. Например, он со льду. Вот сейчас вот стоит вот так, Вот Мгм. почему я мойку добавил, да? Мгм. У нас стоит, и она капает, долго капает. Мгм. А когда его сразу начинаем мыть, весь этот лед туда-сюда, она вся отрастает теплой водой. Центрифугой. Да. И потом мы отжимаем вот это все и сюда ложим. Ну, у меня нету стиральной машины. Мгм. У меня другая технология, честно говоря. Секретная. Да, потому что если стиральной машины придумать, то она стоит очень дорого, от 1,5 миллиона до 2 миллионов. Ездил в Москву специально, самый, ну, такой средненький гараж свой привел. Мгм. И давай в этот пихать эти стиральные машины большие. Мгм. Фирма Кимердинетя, как-то ее называлась. Мгм. И они не лезут туда. Или с трудом лезут. И я подумал, что мне один гараж залезет, а большой не залезет никак. Мгм. Смысла нету. Лучше я по-другому буду делать. И за это вот как бы поменял уже. Поэтому я сделал свою мойку. Она, конечно, дешевле. Мгм. Мы один раз пробовали, это год назад, этой же методикой. Мгм. Она чистая, вот такая же стала, белая-белая. Мгм. Ага. Как мой Да, гараж. в это лето мы пробовали, честно говоря, этим керхером обрызгивали. На улице, если было тепло, было и так далее. У нас вот такие же, на базе у нас, на другом базе у нас стоят вот такие же радиаторы. Мгм. Но она не столь все равно чистая была уже. И на меня замечания наши клиенты сделали, позвонили, сказали, что-то она все равно пыльная, не такая чистая. Ну, М. такая чистая общий счет, но все равно она не такая чистая, как вот в стиралке моются. Поэтому мы вот эту идею сбросили и будем мыть уже по другой методике, чтобы она была как в стиральной машине. Всем удачи!
Всем теплой зимы, да? Как... Да, чтобы не замерзали, Ага. Ну все всё, нормально было. всем спасибо. Поставьте лайки, комментарии и расскажите, Подпишитесь. Вот так, легко и быстро.